Доброе утро, Республика! Начинаем последний рабочий день этой недели. Да, и в студии сегодня мы, Вероника Тамтосова, Руслан Ачиров, и мы желаем вам отличного пятничного утра, чтобы все дела вы сделали перед выходными и, конечно же, с чистой совестью могли отдохнуть в субботу и воскресенье. Но это если у вас пятидневная рабочая неделя. Ну, мы поможем вам составить планы на выходные. Сегодня расскажем о том, какие выставки, как погрузиться в атмосферу искусства, сделать, может быть, себе выходной в виде йоги. Тоже очень интересная практика сегодня нами будет рассмотрена. Не обязательно сделаем зарядку, ну как не проснуться-то под зарядку. Ну и у нас прекрасные гости и самое главное сюрприз. Да, сегодня мы подарим вот такой вот замечательный билет на фестиваль «Осенний джаз 2024». И все, что нужно будет сделать, это внимательно следить за нашим телеграм-каналом, потому что одновременно с вопросом, который мы зададим в течение эфира, там он также появится, и ваша задача будет на него правильно ответить. И вы получите это замечательное приглашение. Напомню, фестиваль «Осенний джаз». Самое главное, получается, вы не только сможете посмотреть интересный эфир, познакомиться с удивительными людьми, получить самую последнюю свежую информацию, что произошло за эти сутки, но и еще не только составить планы на выходные, но точно их реализовать, если станете обладателем замечательного пригласительного билета. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш телеграм-канал, и утро будет добрым. Ну а что надеть сегодня в путь на работу? Давайте узнаем прямо сейчас прогноз погоды. Ну и как собрать детей тоже, кстати. Итак, в центральных районах сегодня 0 градусов, в Заречной группе 1,6 градусов со знаком плюс, в южных -1, в Вилюйской группе -3, в Нижнеленских -4 плюс 1, в западных от 0 до -7 градусов холода, в Холмово-Нигирской группе Улусов -15 плюс 3, в Янских 2,15 градусов холода, на северо-западе 3,9 со знаком минус. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра 0 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем в столице небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер южный 5-10 метров в секунду. Но температура еще держится 1-3 градуса тепла. Ну что, сейчас у нас чуть больше 7 утра, но пока вы просыпаетесь, давайте узнаем, какие новости произошли, пока вы спали. Вот, например, окончательный результат осеннего перелета популяции восточного стерха в Якутии составил 6728 особей. Орнитологи отмечают, что осенний пролет этого года отличается не только массовостью, но и рекордной интенсивностью. Пик пришелся на 2 октября, когда за один день пролетело 4220 стерхов. Это свидетельствует о значительном росте численности этих птиц. Ну, замечательная новость. Стерх птица прекрасная, знаменательная для нас. Но представляешь, каково было посчитать 4 с лишним тысячи? Да. Я вот представляю, сидел орнитолог и считал, сколько птиц надо мной пролетело. Но я думаю, есть методы научные определенные. Не, ну конечно. Ну а жители регионов России 10 октября смогли наблюдать полярное сияние. Вечером началась сильная магнитная буря 3-го уровня G3. Как ожидается, она продлится по меньшей мере еще 2 суток. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус отмечал, что эта магнитная буря может побороться за звание самой сильной и продолжительной бури нынешнего года. Сильная буря класса G3 ранее была зафиксирована 8 октября. Ну, по крайней мере, я выяснил, скорее всего, я на магнитные бури не реагирую. То есть, в Ну, целом, я вроде бы вообще всё должна так же. сказать, вот удивительно, да, магнитные бури меня тоже обходят стороной, а вот погода в виде снега все-таки давит. Я думаю, почему такое состояние сегодня интересное? Оказывается, 0 градусов и обещают снег. Думаю, ну все, понятно. Да, ну, надеюсь, что наши зрители тоже не восприимчивы к магнитным бурям. Ну, а за 9 месяцев 2024 года кассовые сборы якутских фильмов превысили 120 миллионов рублей. Дорогие друзья, напомним, что кассовые сборы якутских фильмов в 2023 году, да, за весь год составили всего порядка 100 миллионов рублей. Вот такая вот хорошая Ну новость. смотри, и стерхи, и фильмы, и бури нас обходят стороной. Ну просто счастливые люди, настоящая сказочная пятница. Ну а прямо сейчас узнаем, какие последние новости у нас в Якутии. Доброе утро! Расскажем об актуальных событиях к этому часу. В
Якутске участились случаи, когда мошенники звонят абонентам и представляются работниками водоканала. Предлагают заменить счетчики. В ходе разговора пытаются узнать персональные данные. Как предупредили в водоканале, звонки их работников носят исключительно уведомительный характер. При этом они никогда не предлагают услуги по установке счетчиков и не запрашивают по телефону персональные данные, коды из СМС и пароли. Прокуратура Якутии открыла горячую линию по вопросам безнадзорных животных. Ведомство с помощью горячей линии сможет оперативно получить и рассматривать поступившие жалобы. Так, жители Якутии смогут обратиться в региональную прокуратуру по номеру горячей линии и сообщить о нарушениях закона в части ответственного обращения с безнадзорными животными. Необходимо позвонить по номеру 363 4508 или же +7 924 469 88 48. В Якутии разработана стратегия развития автомобильной дороги Мухтуя до 2028 года. Первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников провел совещание с недропользователями по вопросам содержания автодороги Мирный-Ленск. Из бюджета страны ранее были выделены средства на строительство моста через реку Нюя в Ленском районе. Приведение в нормативное состояние автомобильной дороги Ленск-Мирный является задачей региональных властей и промышленных компаний. В настоящее время на автодороге продолжается ямочный ремонт, выравнивание полотна и грейдирование. Бригада мобильных хирургов Республиканской больницы номер 2 начала свою работу в Верхневилюйском улусе. Это предоставление плановой хирургической помощи жителям, высокотехнологические операции, не покидая свои населенные пункты. Запланировано 116 операций, из них в первые 2 дня уже сделали 18. По просьбе ЦРБ идут дополнительные оперативные вмешательства, такие как удаление металлоконструкций и новообразований. Приехали такие специалисты, как лор, проктолог, хирург и эндоскопист. Проводят септопластику, лапароскопическую холецистектомию и другие высокотехнологические операции. Беда в том, что тут специалистов мало, работать некому. Народ нуждается в оперативных вмешательствах и других специалистах. По оборудованию, по расположению и по самому операционному блоку все на высоком уровне. В актовом зале администрации Ленского района прошла осенняя ярмарка. Участвуют работники администрации и бюджетных учреждений. На столах вместо документов пирожки, блины, овощи и домашняя консервация, рыба и соленья. Там же можно было поучаствовать в беспроигрышной лотерее. Живые крольчата, безусловно, стали прелестной изюминкой ярмарки. Меньше чем за час практически все было распродано. Все вырученные средства, это более 120 тысяч рублей, муниципальные служащие направили в фонд поддержки участников СВО. В нашей сегодняшней ярмарке участие приняли работники администрации и бюджетных учреждений нашего района. Сотрудники приготовили традиционно выпечку, различные вкусности, соленья, все домашнего производства. Вырученные средства пойдут в фонд Победы для поддержки наших бойцов, участников специальной военной операции. За год магнитная буря накроет Землю в пике до класса G4. По прогнозам, буря может претендовать на звание сильнейшей за этот год. Начало возмущений магнитосферы Земли прошло 10 октября. И продлятся магнитные бури с колебаниями интенсивности в диапазоне от средней до очень сильной до конца суток пятницы. 11 октября. В субботу магнитные бури продолжатся, но уже менее интенсивными, слабого и среднего уровня. И только в воскресенье возмущения геомагнитного поля будут ослабевать. Знаешь, заметила, что именно в пятницу просыпаться как-то особенно сложно. Но я предлагаю попробовать сменить сигнал будильника с музыкой лучше всего, в том числе и утро. Самочувствие в первой половине дня, утверждают ученые, зависит не только от сна, но и будильника. Да, что-то подобное я где-то читала. Так, если проснуться под нежную мелодичную музыку, вы плавнее перейдете в состояние бодрости. Резкие же будильники приводят мозг в замешательство и провоцируют сонливость. Да, это полезно, но уверен, что пара-тройка спортивных упражнений разбудит организм на 100%. Делаем зарядку.
Всем доброго утра! Меня зовут Виктория, и сегодня мы с вами выполним кардионагрузку, которая хорошенько взбодрит и зарядит нас на весь день. Первое упражнение – это будут прыжки с приседа. Ножки ставим чуть шире плеч, носочки смотрят диагонально, делаем присед и руками помогаем вытолкнуться. Делаем таких 16 повторений. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И еще раз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Остановились, сделали вдох, выдох. Выполняем таких 3 подхода. Следующее упражнение – прыжки джемпинг джек. Тоже выполняем 16 повторений. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Остановились, сделали вдох, выдох. Выполняем таких 3 подхода. Следующее упражнение мы будем выполнять бёрпи. Исходное положение. Встаем на ладошки на пол, делаем планочку, подтягиваем колени к себе, делаем прыжок наверх. Тоже делаем 16 повторений. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Упражнение достаточно сложное, поэтому для начинающих я советую выполнить 8 в активном темпе и 8 можно выполнить в спокойном. 3, 4, 5, 6, 7, 8. На этом наша кардиотренировка подошла к концу. Тренировка достаточно тяжелая, активная, поэтому наблюдайте за своим состоянием. Всем хорошего, бодрящего дня! Не, ну здорово, попрыгал с утра и как-то, правда, бодрее становишься. Конечно, Но конечно. надо как-нибудь попробовать нам. В спортивной форме Очень прийти. энергично. Но, друзья, мы сейчас предлагаем вам перейти в наш телеграм-канал, потому что именно там у вас будет возможность среди первых, возможно, вы станете первым, кто ответит на нашу викторину. И пятничная викторина. Для участия в викторине, соответственно, нужно, как обычно, подписаться на наш телеграм-канал и ответить на вопрос под последней публикацией. Итак, вопрос сегодня следующий. Подарок у нас в руках. Это пригласительный на 2 места на осенний джазовый фестиваль, осенний джаз. Да? И вопрос звучит следующим образом. Когда в Якутии день джаза? Нужно назвать дату, соответственно, число и месяц. Ну, то есть все очень достаточно просто. А если вы будете первыми, то получите замечательный пригласительный и будете точно знать, что 12 октября в 19:00 вы идете на замечательное событие. Да. Осенний джаз. Но вот я, кстати, задумался, есть такой факт, в среднем за минуту мы делаем 15-16 вдохов и потребляем целых 8 литров воздуха. Ну, как правило, осенью осеннего. Ну, логично, осенью осеннего воздуха, летом летнего. Но я думаю, что последний факт кому-то очень показался необычным и интересным. Вообще посчитал, что осенью маловато праздников и придумал замечательный праздник – день вдыхания осеннего воздуха. Да, господа, есть и такое. Так что вдыхайте осенний воздух, гуляйте по мере возможности, потому что температура сегодня в столице еще со знаком плюс, но скоро нас догонят холода. Да. Ну а какие еще даты и события связаны с сегодняшним днем, давайте узнаем из нашей рубрики. На календаре 11 октября. Сегодня отмечают Международный день девочек. По народному календарю Харитонов день. На Руси он считался недобрым. Домашними делами заниматься не следовало. Ни в коем случае нельзя было выметать ссоры из избы. Это считалось плохой приметой. Этот день в истории. 1552. Войска Ивана Грозного взяли Казань. В результате Казанское ханство присоединено к России. 1783. В Петербурге основана Российская академия.
1852 в Австралии начал работу первый университет. 1931 в СССР принято решение о полной ликвидации частной торговли. 1961 на Семипалатинском полигоне произведен первый подземный ядерный взрыв. 1994 в России произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару. Черный вторник. В этот день родились Франсуа Мариак, французский писатель, нобелевский лауреат; Савао Ката, японский гимнаст, 8-кратный олимпийский чемпион; Михаил Давыдов, советский и российский ученый, хирург, онколог, профессор, академик; Игорь Верник, советский и российский актер театра и кино, телеведущий, народный артист России; Анатолий Николаев, актер, народный артист Республики Саха-Якутия, заслуженный артист Российской Федерации и Республики Саха-Якутия, лауреат Государственной премии имени Платона Алексеевича Аюнского. Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, Илларион, Илья, Исаакий, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна и Федор. Боли в челюсти – это распространенный симптом, указывающий на самые разные проблемы со здоровьем. Причем не только стоматологического профиля. Именно поэтому важно своевременно обращаться к специалистам, проходить обследование, вовремя выявлять причины любого дискомфорта. И сегодня у нас в гостях Валентина Петрова, заведующая стоматологическим отделением Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева, и Зинаида Слепцова, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, челюстно-лицевой хирург. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, какие симптомы могут указать на то, что влияет на качество жизни пациента? То есть вот с чем нужно к вам обращаться? Пациенты к нам могут обращаться с различными симптомами, да, это, как правило, бывают там боли, да, в какой-то области, боли при жевании, какие-то звуки, шумы, щелчки в области височно-нижнечелюстного сустава. То есть это когда, например, пациент открывает рот, и у него какие-то появляются звуки. Вот с такими жалобами к нам могут обратиться пациенты. Угу. Когда стоит незамедлительно вот прям обращаться? То есть что нужно почувствовать и что за собой заметить, чтобы прямо это было вот необходимостью? Или лучше не дотягивать? Или лучше, да, не дотягивать до такого. То есть Лучше не дотягивать. Лучше не да, дотягивать. потому что симптомы развиваются постепенно, и когда человек уже обращается за помощью, уже совсем поздно, сустав уже начинает разрушаться. Но есть такое вот еще распространение, ну, может, не настолько распространен, но, допустим, человек скрипит зубами, да, во сне. Вот это повод обратиться к врачу. И правда ли, что если вовремя не предпринять меры, то можно, ну, не знаю, сточить зубы, например? Да, это может быть. Если человек скрипит зубами ночью, да, это все равно патология. В любом случае, в первую очередь, надо обратиться к стоматологу, и возможно, что даже будет необходима помощь и невролога, и сомнолога. А какие диагностические методы используют, чтобы определить, что случилось? Ну, в первую очередь пациенту надо вот обратиться к ортодонту. Мы проводим всю диагностику полностью. Это начиная с фотопротокола, со сбора анамнеза, с контрольно-диагностических моделей с этого анализа. Да. Далее мы делаем рентгенологические методы диагностики. Это КТ, МРТ. Там могут быть в различных проекциях снимки рентгеновские. Так, что мы еще? Ношение сплинта может быть диагностическое. То есть мы вот весь вот этот вот спектр должны сделать для того, чтобы продиагностировать то или иное состояние. Ну, то есть такой глубокий анализ Да, для того, конечно, чтобы выявить причину патологии. Ну, слушай, серьезно. Но вот что касается, например, вот, неправильный прикус, я вот слышал, что он может даже как бы повлиять на осанку. Вот, правда ли это и что можно с этим сделать? Да, правда, потому что неправильный прикус может быть из-за того, что из-за гипертонуса мышц, из-за потери зубов в детстве, да, а также из-за неправильного размера челюстей. С одной стороны длиннее челюсть, с другой стороны короче. И, конечно же, это только хирургическое лечение. При этом идет разное распределение нагрузки при жевании, открывании рта. И мышцы с одной стороны, с другой стороны по-разному работают. Из-за этого идет гипертонус с другой стороны. Головные боли могут быть, спазм сосудов, ухудшение кровообращения.
А это влияет и на осанку тоже, на мышцы шеи, и далее уже на мышцы позвоночника. Ну и обратное тоже может быть. То есть проблемы с осанкой, они могут отражаться на зубах. То есть это вот так вот, да, работает. А в каком случае необходимо обратиться к вам или, не знаю, к хирургу, который устанавливает брекеты, да, то есть как это понять, что со мной, то есть мне нужно исправить прикус или мне уже нужно бежать к хирургу и что-то делать более кардинальное? Если у человека есть жалобы, да, то есть надо обратиться к ортодонту. А далее, вот, как я уже сказала, будет проведен весь спектр диагностических мероприятий, и потом уже, если при необходимости, если есть необходимость в ортогнатической операции, там, в артроскопической операции, то уже доктор-ортодонт направляет к челюстно-лицевому хирургу. И там дальше уже челюстно-лицевой хирург начинает тоже свои диагностические мероприятия и определяет, нужно ли хирургическое вмешательство или нет. А вот что касается брекетов, их можно ставить, ну, есть какой-то возраст, которым их желательно поставить, или можно в любом возрасте? В общем, это происходит вот так вот, например, у детей, да, вот когда можно, раньше были у нас возраста, когда мы должны были, ну, вот, делать, да, сейчас ортодонтия, подход у нас немножко другой, в зависимости от тоже патологии. То есть если есть что-то, что нужно исправить, мы клеим брекеты и их исправляем. То есть подход немножко изменился. То есть на ваш вопрос про возраст я могу сказать в любом возрасте. Да. А если какие-то, допустим, определенные, ну, набор, вот мы делаем утреннюю зарядку, например, а вот что-то можно, вот, чтобы регулярно делать? Регулярными упражнениями. Все индивидуально. Если там есть патологии скелетные, конечно, лучше не затягивать, не пытаться делать. Уже не поможет. Потому что у нас челюсть же самая такая подвижная кость, а жевательные мышцы — это самые наши сильные мышцы организма. И когда мы делаем сверхнагрузку, суставу, конечно, это не понравится. Ну, в общем, лучше не экспериментировать и обратиться к врачу. Да. А как часто нужно профилактические какие-то осмотры проходить, чтобы быть уверенным, что у тебя все в порядке? Потому что с возрастом же какие-то изменения все равно происходят. Там у нас портятся зубы, что теряется, смещается, да, возможно. Вот что нужно помнить, что там раз в год, 2 раза в год, ну, надо обращаться, чтобы быть уверенным. К ортодонту детей, например, раз в год надо водить, да, а взрослому тоже в зависимости от ситуации, но раз в год, не раз в год к ортодонту, а раз в год к стоматологу надо ходить. А там, если вот что-то происходит, да, он уже может направить к ортодонту. И тут по поводу дисфункции височно-челюстного сустава я, наверное, хотела бы добавить то, что вот, ну, прогрессирует вот это вот состояние, да, и если связки у нас перерастянуты, они обратно не стягиваются. То есть это процесс необратимый. Если у человека начала щелкать челюсть, например, да, то, скорее всего, она не перестанет. Я что-то вспомнил, что мне иногда в каком-то моменте щелкает челюсть. Это уже, то есть это сложно исправить уже. Нет, можно корректировать, но как бы в обратную сторону вот этот процесс не идет, не развивается. И если у человека идет потеря зуба, удаление зуба, обязательно надо протезировать, потому что при длительном отсутствии зубов идет смещение соседних, и это может привести к патологии. Как все серьезно, оказывается. У меня вот одного зуба нет. Вот видишь, как вовремя к нам пришли гости. Да, спасибо Огромное большое. спасибо, очень подробный рассказ. Но я уверена, что наши зрители теперь более серьезно отнесутся к проблемам с зубами. Спасибо. Спасибо большое. Но очень важно с утра не только взбодриться и подготовиться к новому дню, но и дать организму порцию витаминов, чтобы энергия сопровождала вас весь рабочий день. Наша постоянная рубрика «Полезный завтрак» в этом вам поможет и расскажет про такое блюдо, как салат с сельдереем. Всем привет, доброе утро! Сегодня с вами я, Далер Горохов. Сегодня мы будем готовить диетическое блюдо, очень полезное. Нам понадобится огурец. Одного, думаю, будет достаточно. Можно хаотично его нарезать, нам главное быстро. Время нынче очень мало у нас, поэтому нужно успевать все. Так, огурец мы нарубили. Все это можем сложить уже тарелочку. Огурец очень даст такую свежесть и легкость. Сельдерей очень даст большую пользу организму, потому что нужно взбодриться, нужно напитаться микроэлементами и не забывать про сердечно-сосудистые заболевания, потому что у нас в Якутии очень холодно,
И нужно всегда следить за своим здоровьем и правильным питанием. Так, нарубим дальше сельдерей. Тоже в произвольном варианте можно будет. Также хочу отметить то, что сельдерей богат фосфором и калием, что даст вам крепкие кости и очень крепкие сосуды. Так, далее нам понадобится куриная грудочка. Тоже ее порежем. Порежем ее небольшими медальонами. Угу. Все это сложим в тарелочку. Угу. Дальше будем рубить зелень. Можно даже не рубить, но я порублю. Кстати, хочу сказать, петрушка отличный антисептик. Он подавляет действие многих бактерий и микроорганизмов. Так что для организма самое то для здоровья будет. Так, закинем сюда тарелочку, зелень. Так, нужно будет заправить обязательно оливковым маслом наш салатик. Салат у нас получился довольно-таки нейтральный, в пользу того, что это правильное питание. Но для любителей более острых ощущений мы добавим туда немного васаби. Васаби даст такую остренькую пикантность. И добавим туда кунжута. Все это перемешаем. Так, итак, у нас салат с сельдереем, куриной грудкой и васаби готов. Всем доброе утро и приятного аппетита! Вот, Вероника, как ты думаешь, какое открытие могло бы вот прям потрясти весь мир? Знаешь, наверное, я бы сказала, что это открытие инопланетной жизни. Но инопланетную жизнь, в принципе, открыли же какие-то организмы, но я имею в виду такой совсем разумной, более гуманоидной формы. Да, чтобы с ним пообщаться. Ну, я не зря спрашиваю. Дело в том, что практически равноценное по важности для науки открытие было сделано у нас в Якутии еще в 1937 году в Алекминском районе. Ну, а мне удалось побывать непосредственно на месте великого открытия. Сейчас мы узнаем, как это было. Перед тем, как поехать на реку Толба, я особо о ней много информации не знал. Но Евгений мне посоветовал, сказал: Руслан, это река исторического, может, мирового масштаба, может быть, даже планетарного. И когда я уже познакомился с информацией, оказалось, что это правда. Дело в том, что здесь в 1937 году обнаружили впервые на планете Земля кембрийскую нефть. Это очень древняя нефть. И вообще до этого момента ученые не верили. То есть они говорили, такого быть не может. Но Василий Синюков, студент, геолог, то есть молодой человек, он целенаправленно искал нефть в Якутии. Вообще, все было такое, знаете, волей случая. Василий Синюков должен был отправляться домой, ничего не найдя, не обнаружив здесь, и его пароход задержался на 2 недели, на котором он должен был отплыть из города Якутска. И вот этот временной отрезок позволил ему обнаружить, сделать вот это открытие. Дело в том, что, по слухам, здесь охотник Алексей Григорьев, его звали, он обнаружил на берегу реки Толба черные камни, которые имели специфический запах. И мало того, что они имели этот запах, они еще и горели. Черные камни. И по этой информации Василий Синюков с ним познакомился, и этот охотник показал ему место. Прямо сейчас на своих экранах вы видите ту самую скважину, где в далеком 1937 году была обнаружена древняя кембрийская нефть. Найти нефть в слоях возрастом более 500 миллионов лет – это открытие по своей значимости можно было приравнять к обнаружению неземной жизни во Вселенной. Нам же удалось побывать в этом исторически значимом месте и посмотреть, что осталось от тех исследований. Лежат бочки. Ого. Как вообще такое, да? Привезли сюда в те годы. А вот скважина. Это вон труба, да? Скважина. Смотри. Это бурильный станок, по-моему. Буровая. Да, вот как-то даже сложно представить, что здесь на глубине 300 метров есть нефть. Нефть древнейшая, кембрийская. Бурит камни.
А, вот это что ли сама дробилка, что ли? Да, да, да. А, точно, вот этот наконечник, наверное, да? Ну, 40-го года. 1940 года. Да. Машинно-строительный завод, город Кунгур. Даже в Гусянке год написан, да? На каждый? 1944 год. Да? Где? Вот. Надпись. А, так. 1944. Угу. То, что осталось на реке Толба, это буровой станок РА-400, произведенный в городе Кунгур. Интересный факт, что в целях оптимизации отказались от использования специального трактора для этого станка, так как были бы неизбежны длительные простои. Поэтому буровой станок был оборудован ходовой частью гусеничного трактора ЧТЗ-65. Возможно, в будущем мы увидим эту буровую установку в виде памятника около геолого-разведочного факультета Северо-Восточного федерального университета, как часть истории и великих открытий. Полную версию сюжета смотрите сегодня в 18:15 на телеканале Якутия-24 в передаче «Испытано на себе». Ты очень много путешествуешь, очень много ездишь, много интересного снимаешь, но это все, конечно, в сезон, потому что, в зимнее время достаточно сложно. Как ты зимой отдыхаешь? Ну, зимой все просто. Можно полежать на диване, посмотреть кино, но либо, не знаю, помонтировать какие-нибудь видео, до которых не доходили руки. Ну, классно, то есть я отдыхаю, работая. Мне кажется, в наших суровых климатических условиях отличным дополнением зимнего отдыха станет какая-то практика, например, йога. Ну да, согласен. И у жителей алмазной столицы есть уникальная возможность почувствовать внутреннюю гармонию и погрузиться в мир спокойствия. Это все благодаря релаксации поющими чашами. Что такое поющие чаши? Давайте узнаем далее. Поющая тибетская чаша, в Японии именуемая рин или рей, это ударный и фрикционный музыкальный инструмент в виде металлической чаши, по которой ударяют колотушкой или водят специальной палочкой-стиком. Древний музыкальный инструмент, использовавшийся во всей Азии как часть религиозных традиций и тантрического буддизма, в наши дни, кроме традиционного религиозного применения, используется повсеместно как инструмент для медитации, релаксации, различных медицинских практик, связанных с биоритмами и в йоге. Вообще изначально есть схемы, которые последовательно и интервально работают по телу. Это разные проходы, например, большая часть верхней части мы, например, работаем вот этими чашами, потом переходим на нижнюю часть, и потом полностью по всему телу. Где-то примерно это около часа сеанс, 50 час. И плюс еще акустический набор подключаем уже в конце сеанса, чтобы человек полностью был отдохнувший, в балансируемом состоянии, в покое, гармонии и расслаблен. То есть эффект от чаш – это прежде всего расслабление, гармония и как бонус – это снятие напряжения с тела, с физического. Мастер может заставить чаши петь двумя способами. Либо он вводит по внутренним краям сосуда специальной палочкой, тогда получается долгий, как будто поющий звук. Либо мастер ударяет той же палочкой по внешней стороне чаши. Так получается низкий, глубокий гул, вводящий в транс. Часто у людей зажимы в диафрагме, да, то есть вот здесь, вот в диафрагме часто бывают зажимы. И вот эти зажимы можно также снять вот уже этой вибрацией. Она очень мощная, видите, какой стик, даже диаметром где-то больше 6 сантиметров, потому что она его прям отталкивает, такая мощная вещь. Вот. И можно также человека положить на живот, проработать всю спину отдельно этой чашей, ноги, до голени, даже стопы пробиваются, тоже ударная техника, но там работается по груди нежелательно ударной техникой, а, например, вот по бедрам, да, по бедрам можно ударная техника. Это наносится серия ударов.
Звуки чаш подобны терапии для ума и тела. Они помогают снизить стресс, тревогу, нормализовать давление и укрепить нервную систему. В сочетании с практикой йога поющие чаши создают невероятный эффект. Человек чувствует, как его ум успокаивается, энергия свободно течет по телу, а все системы организма и энергетические центры приходят в гармонию. Ну, достаточно такой подходящий для меня способ отдохнуть. Ну вот видишь, как уникально раз, и сюжет тебе подсказал, как отдыхать зимой. В том числе, да. Но вообще йога — это отличная практика, чтобы научиться работать со стрессом и жизненными кризисами. Лучше нее справляются разве что психологи и, конечно, путешествия. Ну, я бы вообще сказала, что мы собираемся подбирать способы отдохнуть, способы узнать что-то новое для всей семьи от мала до велика. Поэтому мы хотим сказать, что отдельным видом медитации, вообще отдыха, может быть поход в музей. Сама атмосфера музея, тишина, медленное движение от экспоната к экспонату уже уравновешивают и дарят ощущение покоя внутри. А соприкосновение с произведениями искусства усиливает этот эффект благодаря познанию нового и интересного. Ну и прямо сейчас мы расскажем о том, какую экспозицию можно посетить в эти выходные. Сегодня мы продолжим наш разговор об удивительном многогранном юкагирском художнике, писателе, публицисте, журналисте Николае Курилове. 3 октября в Национальном художественном музее открылась его персональная выставка «Мысли простым способом», которая стала знаковым событием. Николай Курилов продолжает воспевать в своих произведениях свою любимую тундру, жизнь родного юкагирского народа. И в уникальной технике аппликации он обращается к древним традициям юкагиров. В основе триптиха «Добродушие, радость, скорбь», о котором мы сегодня будем говорить, лежат древние наскальные петроглифы народов Сибири. На первый взгляд он очень лаконичный, простой, но скрывает множество смыслов. Из этих незатейливых рисунков Курилов по крупицам воссоздал древнюю религию юкагиров, которая на сегодняшний день оказалась невозвратно утерянной под влиянием других народов. На всех 3 листах на зрителя смотрят лики предков, выполненные из широких белых полос бумаги на темном фоне. Внутри каждой маски изображены люди. Елочка с прямыми ветками – это мужчина, с закругленными – женщина. Эта левая часть триптиха называется «Добродушие», где божественные силы выступают защитниками людей. И жестом широко раскинутых рук они как бы защищают их от всех бед и несчастий. Центральная часть триптиха «Радость» передает нежные чувства, трепетные между влюбленными. Перекинутая полоска радуга с белыми кружками обозначает их мысли, обращенные друг к другу. А рядом появляется распространенный у народов Сибири образ матери-прародительницы. У нее широко раскинуты руки, вытянутое тело, елочка, широко расставленные ноги, изогнутые в коленях, и между ними символически изображен будущий ребенок. Фигура красноречиво выражает суть древнего мифа о матери как источнике жизни. Она животворящее древо, поэтому в ее образе соединены черты человека и дерева. Например, в якутском героическом эпосе «Аланхо» древо Аллукмас имеет 8 могучих ветвей, символизирующих 3 поколения женщин. В правой части триптиха «Скорбь» лик предков печален, уголки его глаз грустно опущены вниз. Если божества-покровители не защищают людей или люди от них отворачиваются, в их дом приходит печаль и горе. Но великая прародительница всегда на стороне людей. Она стоит всегда рядом. Древние юкагирские письмена давно канули в прошлое, но до сих пор они являются источником вдохновения для творчества Николая Курилова.
Ну, хорошая работа, я думаю, так, если сесть или встать перед ней, глубоко посмотреть, наверняка ты какие-то собственные выводы тоже о искусстве сделаешь. Ну, вообще искусство — это такое тонкое очень чувство. Например, вот мы сейчас видели такие картины, а, например, в музыке, наверное, такое самое, не знаю, заставляющее думать или вот развивать фантазию, это, наверное, музыка, ну, джаз, скорее всего, да? Я думаю, возможно. Я поняла, о чем я могу ты. ошибаться, но тем не менее, мы, Сейчас друзья, момент истины, да, да. мы сейчас победителя нашей игры объявим в телеграм-канале. Мы задали вопрос, разыгрываем, не разыгрываем, а дарим мы наш пригласительный на две персоны на фестиваль «Осенний джаз». Вопрос у нас, кстати, был следующим, звучал следующим образом. Так, сейчас я его найду. День джаза в Якутии. Дата джаза в Якутии. Ответ правильный — это 19 февраля. И победил у нас Севастьян Афанасьев. Правильный дал ответ. И, конечно, мы с вами свяжемся и скажем, как получить ваш подарок. Не забывайте, что событие уже состоится 12 октября, поэтому обязательно нужно получить ваш пригласительный билет сегодня, но завтра утром край, чтобы успеть в хорошей компании провести прекрасный субботний вечер. Ну а прямо сейчас узнаем, какие последние новости. Продолжим говорить об актуальных событиях этого утра. В «Газпромбанке» может стать доступна газовая ипотека. Компания ранее отмечала, что предложит развивать идею газовой ипотеки для получения по льготной ставке средств на покупку газового оборудования на федеральном уровне. Об этом сообщил гендиректор «Газпром Межрегион Газа» Сергей Густав на Международном газовом форуме. Предложение поддержал Россельхозбанк, сейчас поддержит и Газпромбанк. Так человеку предоставляется кредит под низкий процент на несколько лет. За счет экономии на топливе его будет легко погасить, считают эксперты. Ранее Газпром Межрегион Газ оценивал потенциальное число участников газовой ипотеки в 326 тысяч граждан. Аналитики отметили подорожание квадратного метра вторичного жилья. Его стоимость в России выросла на более 6% до 116 тысяч рублей. Прирост цен на вторички за третий квартал получился плюс-минус одинаковый с сегментом новостроек, отмечают эксперты, так как у новостроек больше нет козыря в виде дешевой ипотеки. В четвертом квартале ожидается такая же динамика. Жители аварийных домов второго Лигойского наслега получили долгожданные ключи от новых квартир. Пятиквартирный дом построен за полгода по программе переселения граждан из ветхого жилья. Материал дома состоит из МХМ-панелей, все квартиры простроенные и благоустроенные. Так, на территории объекта поставили детскую площадку. Владельцы новых квартир довольны работой застройщика. Застройщиком выступил ООО «Технопрофи». В намеченные сроки все сдано. Сегодня всем жителям сданы ключи. Все квартиры теплые, благоустроенные. Юные бойцы отряда спасателей средней школы из Верхневилюйского района заняли 3-е место на соревнованиях Дальнего Востока. Спасательные отряды школьников соревновались в городе Хабаровске по 3 группам. Дети отмечают, что все этапы были сложными, но именно хорошая подготовка и сплоченность помогли им преодолеть препятствия, показать ловкость, быстроту, навыки действий в чрезвычайных ситуациях. Отметим, что в школе отряд спасателей организован только в сентябре этого года, поэтому первый успех станет толчком к дальнейшему развитию. В соревновании почти в Хабаровске было 8 этапов. Первым было тестирование, потом пожарная эстафета, а в 3-м первичные способы пожаротушения. Самое сложное было спасение на воде. Самые легкие тестирование и пожарная эстафета. В нашем отряде всего 15 детей. Мы занимались в пожарной части села Дюльки.
В Национальной библиотеке Якутска открылся первый региональный центр консервации и реставрации. Он включает в себя современные мастерские, переплетный цех и лабораторию. Проект включает открытие 40 региональных центров до 2030 года в центральных библиотеках различных областей Республик России. На сегодня уже открыты 6 таких центров. Якутия стала 7-й. Отметим, общий библиотечный фонд всех республиканских ведомств превышает 10 миллионов единиц хранения. Удивительно, что в регионах была поддержка Министерства культуры, да, и духовного развития, потому что это очень важно, чтобы была современная техника и можно было делать уникальные работы. Люди, которые работают, это видно, что люди, которые любят библиотеку, любят то дело, которым они занимаются, вернуть в жизнь книги. Те, которые много лет, может быть, и не выдавались. Да, поэтому впечатление очень хорошее, и мы надеемся на развитие центра, на расширение и компетенций самих реставраторов. И, конечно, все более новой техники, которая в мире, естественно, она выпускается, новое делается, чтобы весь фонд в конечном итоге, да, он периодически проходил реставрацию, консервацию и не останавливался на месте. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире. И еще одна замечательная новость для всех школьников. Ходить в школу станет еще интереснее, потому что в каждой школе Якутии в этом году появятся школьные театры. В театральных кружках у ребят появится возможность раскрыть свои таланты и по-новому взглянуть на произведения школьной программы. Сегодня у нас в гостях Павел Пронин, театральный режиссер и педагог-преподаватель Российского института театрального искусства ГИТИС. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, как возникла идея создания театральных кружков в школах? Ну, идея эта возникла у президента. Он издал указ, что должны быть образованы в каждой школе школьные театры. И этот указ исполняется. И в Якутии создано, в одной только Якутии, больше 600 театров к настоящему моменту. И мы в ГИТИСе работаем над тем, чтобы оказывать им методическую помощь и поддержку. Это такой объем, наверное, да? Это только в Якутии 600, а по всей России сколько? Ну вот сколько школ, столько и театров. Здорово. Какая польза от театра? То есть, мы развиваем талант, мы учимся коммуницировать, воплощать образ, который они могут принести в жизнь. Будет ли это толчком для открытия новых талантливых актеров в будущем? В первую очередь, школьный театр развивает социальные навыки ребенка. Он развивает какие-то его гуманистические направления. Он помогает научиться общаться в группе, помогает какому-то умению работать в коллективе и помогает по-другому взглянуть на литературные произведения, каким-то образом заинтересоваться судьбой героев, как-то подключиться лично к этим произведениям и шире взглянуть не только на литературу, но и на другие искусства, живопись, музыку, каким-то образом вовлекает ребенка уже в культурную жизнь, прежде всего. И рано говорить о том, что из школьных театров выйдут какие-то большие профессиональные артисты, но то, что в жизни каждого ребенка появится театр в другом качестве, это очень важно. И действительно, в советское время, когда таких кружков было достаточно много, многие из них становились и какой-то базой для воспитания известных артистов, и какой-то базой для создания даже целых известных больших театральных коллективов. Интересно. Ну вот в целом считается, что школьная программа, да, то есть если включено, допустим, как школьный театр появился в школе, то это, скорее всего, может быть как-то обязательно для посещения. Если, например, ребенку не близок, да, театр, вот может ли он от него отказаться? Конечно, это же всегда все добровольно и всегда все по интересам. Кому-то интереснее ходить, я не знаю, заниматься плаванием или борьбой, кому-то интереснее шахматами, кому-то интереснее театр. То есть как дополнительное, как сказать, дополнительный Ты хочешь интерес. выяснить, можно ли принудительно детей отправить в театр? Не, просто у меня дочка ходит в театральный кружок, и я думал, может быть, и в школе тоже будет ходить. Ну, почему нет? Почему нет? Вы прибыли в Якутск специально для руководства школьными театрами и при подготовке учителей и работников культуры, чтобы они работали. Расскажите, вот какая будет программа, чему будете учить, что объяснять, какая есть специфика у школьного театра? Специфика школьного театра, прежде всего, в том, как я сказал, что
он не ставит своей основной целью воспитание артистов и не ставит своей основной целью подготовку именно актеров. Он все-таки более широкого гуманистического профиля, и вот с этой точки зрения мы проводим обучение, переподготовку учителей школ, потому что им требуется, конечно, большая методическая помощь, многие из них никогда раньше подобным образованием не занимались, и у нас проводится в этот раз программа переподготовки, повышения квалификации и по актерскому мастерству, и по режиссуре, и по сценической речи, и по сценическому движению. Со мной вместе работают другие педагоги из ГИТИСа и из Арктического института культуры и искусств, которые рассказывают педагогам азы этих дисциплин и какие-то методические основы, методические начала, как работать со школьниками. Ну, то есть такой комплексный подход на уровне, получается, даже профильного образования театрального искусства. Конечно. Серьезно. А по каким дисциплинам ведутся занятия? Ну, вот, как я уже сказал, это основные так называемые специальные дисциплины, которые входят в основу обучения актерской профессии. Это актерское мастерство, это сценическая речь и сценическое движение. Ну и поскольку руководителям школьных театров так или иначе предстоит создавать какие-то постановки, какие-то даже, хотя бы отчетные концерты, а в идеале, конечно, и спектакли, то мы знакомим их с основами режиссуры, чтобы они понимали, как в этом мире вообще ориентироваться. А кто является основными слушателями? То есть кто будет работать с детьми? Потому что это достаточно разные направления. В университете сценическую речь — это один преподаватель, сценическая хореография — другой. Вот как человек будет объединять в себе все эти профессии? Разумеется, зависит от каждой конкретной школы, потому что у нас среди слушателей есть и учителя музыки, учителя словесности, педагоги-организаторы в школах. Есть, к слову сказать, и пришли к нам на мастер-классы руководители вот таких вот кружков и театральных непрофессиональных коллективов, существующих в домах творчества, то есть даже не в школах, у которых есть большой опыт за плечами, у которых в коллективах больше 100 детей, и они тоже пришли освежить какие-то знания, чему-то, может быть, новому научиться. Да, то есть это действительно люди совершенно разного профиля. И я так понимаю, что как и в театре, как и в любом деле, мы предоставляем им широкий спектр возможностей, и они выберут, в конце концов, то, к чему больше у них склонность, к чему больше у них какая-то лежит душа, и на этом они сделают основной акцент при работе со своими подопечными. Ну и постепенно увеличить свою квалификацию. Конечно. Какие первые результаты, вы думаете, будут? Сколько будет постановок? И есть ли уже какие-то, может быть, кто-то пришел уже с готовым даже сценарием работы на этот год? Ну, конечно. Каждый театр, он уже существует. Многие театры созданы были в начале этого года, календарного. И у них уже даже у многих есть первые результаты и первые постановки, которые просто они должны сделать, потому что у них есть... Не может в школе не быть плана работы. Ну, вот поэтому спрашиваем, что чаще всего ставят? Ну, например, конечно, обязательно ставят, что-то делают к Новому году, обязательно что-то делают ко Дню Победы. Этот год, он юбилейный год Пушкина, есть пушкинские какие-то композиции. Спасибо, очень интересно. Да, действительно хорошая новость, но я думаю, что обязательно это очень хороший такой вклад в развитие детей. Спасибо. Спасибо. Ну а завершить наш сегодняшний утренний эфир мы хотим музыкальным клипом исполнительницы из города Алдана Алины Раилян. Она с детства поет, участвует в вокальных конкурсах, становилась обладательницей гран-при молодежного конкурса «Мусустар». Поет песни на разных языках, в том числе на якутском. Клип на песню «Любовь расцвела» снят совсем недавно, и это премьера на нашем телеканале. Пусть, несмотря на осеннюю погоду, да, душа у вас цветет любовь, и самое главное, чтобы по такую музыку у вас поднималось хорошее настроение. Сегодня пятница, пусть утро будет настоящим, счастливым, хоть и осенним, но очень ярким. До новых встреч!